Приветствую, дорогие друзья! Приветствую, приветствую! Делаем оздоровительную гимнастику прямо с утра. Оздоровительную гимнастику УРАУ. Привет, 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 привет! Сегодня мы рассмотрим уже другой костюм. Недавно у нас был день национального костюма. Вчера рассмотрели башкирское кимоно, а сегодня рассмотрим японское кимоно. Но с башкирским поясом. Бильбао. Бильбао. Что такое бильбао? Это пояс, да? Вот как у каратистов бывают разные пояса, черные, белые или еще какие-то. Пояс — это не просто украшение, это не просто то, что дает какой-то комфорт. Ну, комфорт дает, конечно. Это средство индивидуальной защиты, можно сказать. Это то, что убережет здоровье. Бильбао. Это, можно сказать, ортопедический пояс. Его издавна завязывали для того, чтобы, когда тяжелое что-то поднимаешь, чтобы защищало спину. Плюс, конечно, это защищает, ну, если более широкий вариант, то и от холода, да, поясницу защищает. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать. Вот пробую разные виды кимоно, и наши местные, да, вот эта одежда повседневная, можно сказать, спецовка землепашца, животновода древнего, ну, просто воина, да, который скакали они на лошадях с луком. Так вот, да. И вот лук тоже. Ну, кстати, в этом кимоно тоже комфортно. Здесь более короткие рукава. Но штанины немножко тесновато все равно. Вот, немножко есть. Наше кимоно как-то вот пошире, что ли, как-то в нем более свободное движение. Видимо, дух свободы был всегда у нас. Хотя у японцев, у них тоже пентатоника. Ну, они, наверное, возможно, здесь же центр Евразии, переняли у нас что-то, да, что-то ушло туда, наши древние кимоно, а они потом за нами повторили, ну, немножко ушили, потому что у них уровень свободы меньше, чем у нас. Ох ты, ох ты. Котик бежит. К музыке, да? Дорогие друзья, делайте каждое утро оздоровительную гимнастику УРАУ. Я начинаю с утра день с гимнастики. Можно применять различные и приспособления, да. Это может быть посох, да. Привет, котенок! Ну, какой малыш пришел. Ух! Тоже с утра гимнастику делает. Давай, беги, малыш. О, и наш. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я желаю вам здоровья, устойчивого. Применяйте все. Делайте разную гимнастику, производственную гимнастику, оздоровительную гимнастику, традиционную, нетрадиционную, вот все, что в голову придет. Помните, что все это креативно-двигательная психотерапия. Ваша душа сама находит нужные образы, плюс еще образы важны. Вот войду сегодня в образ японца. Ну а что, они долго живут? У них там по 90 лет, потому что делают гимнастику каждый день. Активное долголетие у них практикуется не на словах, а на деле. А мы что-то забыли про это. Замечательно. Ну, вообще не обязательно в кимоно, конечно. Кимоно — это домашняя одежда больше, наверное, у них было, у японцев. Хотя есть и мужская, и женская, да. Потом, я думаю, тоже у них это для занятий спортом применялось. У нас больше это, как говорится, в процессе все это, в процессе трудовой деятельности. Видите, труд тоже важная ценность. Все время важно трудиться каждый день,
чтобы мозг работал, трудиться, как говорил наш отечественный ученый, психофизиолог Сеченов. Смена видов деятельности. Вот так, раз. Интеллектуальная деятельность, физическая, интеллектуальная. И смена видов деятельности помогает восстановиться быстрее. Об этом говорит и охрана труда и здоровья. Да? Во время перерывов организм восстанавливается, кровообращение улучшается. Идем сюда. Вот два кота бегают. И в образе вот этого четвероногого друга тоже можно делать гимнастику. Представьте, что вы кот, вы маленький котенок. Вы маленький котенок. Вот этот. Или вот этот. Он не хочет делать гимнастику. Ага. Мокко, малыша не трогай. Так, да, в образе кота. Ну-ка. Вот так и люди, да, так и люди. Вроде бы могли вместе делать гимнастику, а не могут найти общий язык. Шамиль Кашапов, привет, привет, присоединяйтесь. Все, перешли в галоп. Вошли в образ льва, на котором скачет Урал-Батыр, или его родители, которых не берет никакая болезнь. Постепенно пошли наверх, входим в образ родителей Урала, которых не берет болезнь. Заземляемся, собираем энергию Земли, с благодарностью направляем вверх. Оттуда приходит какая-то информация, может актуальная, может нет. Направили ее вниз, может нужна, может нет. Собрали снизу энергию, наверх с любовью, благодарностью. Оттуда пришла информация опять. Смотрим, пробуем вниз. Идет обратная связь, то ли негативная, то ли позитивная. Направили ее вверх. Сверху тоже что-то пришло. И так все время проводник между землей и небом в образе себя, дорогие друзья. Ваш образ — это самый сильный образ. Вы можете пробовать разные образы. Образы животных, котов, собак, коней. Подружились. Так, в образе можете дерево поработать. Спираль, да? Виток за витком. Пс-пс-пс-пс. Эй, ну-ка. Малыш хочет общаться. Большой что-то боится. Так, вошли в образ дерева. Небольшой ветер начинается. Ветер перемен. Что нас ждет, никто не знает. Стоим крепко на ногах, несмотря ни на что. Наши корни помогают нам удержаться. И плюс, конечно же, взаимодействие. Не нужно бояться. Нужно общаться. Вот как этот малыш. А большой что-то... Что переживает? Большой. Ревнует. Не хочет, чтобы заходил к нам домой. Маленький соседский котик. Ну что, любопытный? Давай, подружись уж с ним. Давай, подружись. Не бойся, все будет хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю вам здоровья, будьте открыты любой новой информации. Пусть она проходит через ваш мозг, неважно откуда она пришла, снизу или сверху, относитесь с какой-то долей и принятия, и критики одновременно. Что-то попробуйте, пойдет, применяйте на своем опыте.
Посмотрите те упражнения, которые я вам показываю. Посмотрите старую добрую советскую производственную гимнастику. Да, вот, тоже помогает. Для разных групп профессий есть специальные комплексы. Их мы будем изучать постепенно. Так. Все, чему вас учили ваши воспитатели, учителя в школе, в детском саду, родители, руководители, все, что вам давали, применяйте, пробуйте. Потому что, делая эти упражнения, вы вспоминаете еще и свое детство, свою молодость, возможно, какие-то приятные моменты, которые были. Запускайте эти воспоминания, запускайте эти позитивные эмоции с помощью просто движения. Начните просто действовать. И постепенно креативно-двигательная практика, она перейдет в креативно-деятельностную. У вас начнется творческая деятельность, трудовая деятельность станет более продуктивной. Обязательно чередуйте умственную и физическую активность. Так. Круги. Что у нас недавно было? День нефтяника, да, вот в образе нефтяной качалки. Недавно мы делали упражнение. Будем молиться, чтобы не кончилась нефть. Но на Бога надейся и сам не плашай. Надо что-то делать кроме нефти, правильно? Кроме сырьевой экономики должна быть у нас и инновационная. И пусть наш человеческий мозг, наш человеческий разум бесконечно работает, как эта восьмерка. Верьте в то, что все получится, и двигайтесь к цели. Профилактика туннельного синдрома. Если за компьютером работаете, растираете. Большая часть у нас нервных окончаний на ладони связана с мозгом. Большая часть коры головного мозга связана именно вот, с пальцами. Да. Вот здесь вот энергетические центры. Плюс разомнем голову, мозг, чтобы хорошо работал в начале трудового дня. Ну и на сегодня все. В следующем выпуске посмотрим специальное упражнение для профилактики шейного остеохондроза. Я с этим уже сталкивался. А сейчас просто лимфодренаж. Лиля Барлыбаева, привет-привет! Спасибо за сотрудничество. Вот, к Уралу присоединяйтесь. А может даже мы и очно проведем еще раз, да? Основные фигуры, напомню. Круг. Бесконечность. Бесконечность. Восьмерка. Символ бесконечности. Вертикальная восьмерка. И спираль. Символ развития. Делаем вот эти основные фигуры. Прислушиваемся к себе. Азизали Алиев. О, у нас и другие страны подключаются. Здорово. Так, давайте я покажу вертикальную восьмерку. Очень хорошее упражнение. Потому что здесь есть и приседания, и встаем еще на носочки. Это насос, кровяной насос. Кровообращение улучшаем. Не нужно расслабляться, даже если вы сделали вакцинацию. Да, в любом случае нужно применять все инструменты. Дополнительно к вакцинации, другим методам, правильное питание, обязательно нужно движение и психологический настрой. Настрой на то, что все будет хорошо. И даже если вас зацепит болезнь, войдите в образ птицы Феникс с глубоким вдохом, возьмите энергию неба и выдыхайте. Представьте, что вы полностью восстанавливаетесь. Полностью идет восстановление. Войдите в образ полного восстановления мозга, всего организма. Вся центральная нервная система восстанавливается, работает устойчиво. И когда вы подниметесь наверх, вот вчера орла видел, наверх поднялся он, и на высоте он просто парит. Вы потрудились, сделали инвестиции, и потом дальше уже получаете дивиденды. Вы просто уже по инерции летите, вы пользуетесь тем здоровьем. Можно вместе, Лилия, с удовольствием. Привет, привет.
парим. А потом, когда вам захочется дать еще нагрузку, да, ты же можешь как сплав плыть по инерции, по воде, по течению, а можешь немножко поработать веслами. Все, работаем веслами. Поехали. Ну и день у нас был костюма. Вот что хочу сказать. Вот обязательно пояс. Пояс обязательно. Пояс, который поддерживает и во время физической работы, и он как-то охладиться не даст. Поэтому давайте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, берегите себя, укрепляйте здоровье свое и двигайтесь к цели. Пока!